вечер. В эфире «Кадры» на сети «Раштон». Если вы думаете, что мы знаем, о чем здесь будем говорить, о чем будем вам рассказывать, мы не знаем. Считаю своим долгом сейчас срочно прервать эту речь, потому что мы, может быть, не до конца понимаем, но не все так плохо. Примерно Небольшие наметки у нас все-таки имеются. Ну, мне кажется, если нам самим будет весело, здорово, то зрители почувствуют это и придут все сюда. будет. И будут вместе с нами здесь. Всем будет весело. Будем стараться. Прекрасно, прекрасно. Именно так. Ребят, вот вы здесь сидите вдвоем, такие красивые, хорошие. Как-то вот приветственное слово там. Аким, речь о тебе. Да, допустим. Азуман не считает. Привет, Аким. Привет, Азамат. Поздоровались. Добрый Вот и вечер, классно, студия. вот и классно. Неплохо. Ладно, для нас это тоже сейчас впервые все плюс-минус происходит, поэтому нам нужно немножко времени привыкнуть к этой атмосфере. Ну, а вы за это время успеете привыкнуть к нам. Главное, нам всем сейчас хорошо провести время, ну и как-то по возможности сделать так, чтобы его хорошо провели вместе с нами и вы. Сегодня мы будем говорить не только на русском, но и на эстинском. Вечер тахож, або на хабарта зуштам и ронаудер. И Красиво. так хорж. И так хорж. Мачата Барухши. не считаю, что ухатка. Ула, джерком, каманы тишка на абун. Алкейдер. У яфтаузани. Так, ну, я думаю, пора начинать, а там уже по ходу разберемся, что к чему. Именно так. Так, ну давайте начинать с самых инициативных, наверное. Так, она славная. Нет, Я подожди, Карина. Ты сказал, самых инициативных. Ну, хорошо, я как бы поняла, надо я же поняла. понимать, где Давай. сарказм. а Я где сегодня нет, больше я ничего не прошу скажу. прощения. Аким. Нет, Азамат, мы к тебе потом перейдем. Пока что, Аким, пока что ты Аким. Я рассказывай в сам целом. инициативный. Конечно. А я могу передать инициативу? Не сегодня, не сейчас, во всяком случае. Рассказывай, где был, как дела, что снимал. Был в парке, Съел мороженое. гулял. Да, ел мороженое, гулял, это все, конечно. Был у меня опрос. Я спрашивал у жителей города, знают ли они новые слова. Кто-нибудь вообще... Я не сильно в эту культуру погружен. Вот то, что у нас плюс-минус изображено вот на всех экранах, вот это мне понятно. А все остальное нет, я уже не погружен. Six Seven, что такое, мне кто-нибудь объяснит? Милана. Это очень популярный мем, о котором я знать не знаю. Держба Милана. Примерно так же. Это Азамат. просто очень заразная мелодия, мне кажется. А это мелодия? А, реально? Нет? Вот так вот. Азамат, что такое Six Seven? Хорошо. Seven – это весовая категория в греко-римской борьбе. Пусть так, пусть так. Так, мы не знаем. Он подготовил. Жители города, естественно, кто-то знал, но в основном это были подростки. Давайте посмотрим. Давайте. Давай. Социальные сети продолжают активно пополнять словарь молодежного сленга. Многие модные слова рождаются в мемах и вирусных роликах, а некоторые становятся обиходными. 6 и 7 на первый взгляд обычные цифры, но они вызывают невероятный ажиотаж у поколения Z и Альфа. Дети не только выкрикивают их на каждом шагу, но и делают характерные движения руками. Знают ли жители Владикавказа, что это значит? Цифры. Мем. Это мем. Поскольку я знаю, это давний американский мем, и он произошел с помощью баскетбольного матча, когда разрыв был в счете 5 и 7. Один человек забил двухочковый, и один мальчик с трибун начал кричать «Six, 7». Что означают цифры 6 и 7? Ну, вообще исторически, если смотреть, то это количество углов при печатании этих цифр означало. В современности есть еще какой-то детский, по-моему, прикол такой, 67, но что он означает, мне неизвестно. Вайб – английское слово, в переводе это атмосфера, а в русском языке им обозначают настроение. К примеру, плюс вайб значит, что человеку стало комфортно, а минус вайб – то, что испортилось настроение. Узнаем, какой сейчас вайб у прохожих. У тебя сейчас плюс или минус вайб? Плюс. Почему? Ну, у меня хорошее настроение, хорошая погода сейчас на улице. Хороший день выдался, на работе все хорошо у меня было. Сейчас с другом встретился, гуляем с ним. У вас сейчас плюс или минус вайб? По-любому плюс. Почему? Потому что жизнь нам дана одна. Нужно ее проживать, ну, по-любому не в минус. Всегда нужно радоваться жизни, искать плюс. Плюс вайб. Почему? Прекрасная погода, музыка, лето, ребенок веселый рядом сидит.
Prime от латинского primus означает лучший или первый. Что же подразумевают, когда говорят «я в прайме»? Когда ты находишься в пике своей формы, красоты, успеха. Это твой самый лучший период в жизни. Значит, я лучший, я типа на волне. Я сейчас в своем самом лучшем образе, виде, в ресурсе. Аким. Ну, классно, классно. Я, честно, удивлен. Я не думал, что будут вот прям Такие знать. ответы, да. Прям развернуто отвечать. У нас же еще, учитывая, что менталитет, ну, так люди скованы очень, тем не менее, нет. Не сильно Это разговорчивый, но Аким разговорил их. Аким, Да, да. получилось. Вот это в прайме. Это Аким был самый инициативный. образовательный контент. Аки, мне очень понравился ответ вот этого парня. Я думаю, более-менее всем стало ясно. Ну, про такое? 6-7 точно. Мне Да, в про упор было 6-7. непонятно. Уже несколько недель это все крутится. А в мне вот сети. интересно, Конечно, нужно говорить непонятно. 6-7 или вот именно цифры 6-7? Потому что 6-7... А чё ж ты не спросил-то сразу своих? Да. Что, Мадин, ты тоже отсняла для нас материал. Что это было, как это было, рассказывай. Где была, что делала? Ты забыла? Я сейчас, да? Я, если честно, то осуждаю вас всех За что? за то, что вы имеете такую возможность пойти, заняться делом. Нет, вы выбираете узнать, что такое 6-7. Я еще других даже не... Ну, Аким, ничего личного. Что делала ты? Вот что делала я? Я пошла на работу. Работа в работе. И Прошу кем же ты обратить работала, ваше Мадин? внимание. Тебе настолько делать нечего. У нас будет какая-нибудь предыстория? Ты нас заинтригуешь? Я работала официантом. Я не хотела проходить долгое собеседование, мучиться вот в этих кабинетах, стажироваться. И выбрала общепит. Поэтому у вас какие-то вопросы ко мне еще есть, или мы можем Сколько ты посмотреть? заработала? В конце узнаете. Не надо забегать вперед. Ну, это самое главное. Это самое главное, поэтому осталось в конце. Давайте, да, как вишенка на Давайте. торте, пусть это будет после сюжета. Посмотрим? Смотрим. Давайте. Вопросом, где заработать, задается практически каждый. Для себя я нашла такое, знаете, наверное, самое очевидное, но не самое простое решение. Буду работать и стараться заработать сегодня в сфере обслуживания, а в частности официантом. Посмотрим, сколько я смогу смотреть на то, как другие люди едят, и хватит ли мне сил. А кто знает, может, мне в конце дня станет легче, когда я увижу свои честно заработанные деньги. Добрый день. Я на стажировку. Для начала вам надо изучить меню. И, кстати, волосы соберите, пожалуйста. Да. И ногти тоже. Да, у нас маникюр должен быть нейтральным и небольшой длины. Для начала вам надо изучить меню. Чуть позже я к вам подойду. Я вам буду задавать вопросы, из чего состоит то блюдо, иное блюдо, и вы мне будете рассказывать. Смотрите, я выбрала ресторан аутентичный, осетинский, не случайно. Я не хотела учить много непонятных блюд. Здесь все родное, все знакомое и понятное. Например, картофчин. Я всегда знаю состав этого блюда и сильно заморачиваться не придется. Лавша из говядины, кадур, хаш. Ну, это все самое вкусное и любимое всеми нами. А у вас есть система награждения за убитых мух? Конечно, конфеты. Я думала, что проблем языка у меня не будет, но что значит языка с сыром? Языка и сыра. Языка и сыра туда добавляем только сыр. Обычный языка туда добавляется сыр и сметана. Языка и сыра он тянется. А вот обычный языка, который со сметаной, он более рыхлый. И поэтому вас гости будут спрашивать, в чем разница, и вы должны будете им ответить. Находиться мне в этом ресторане, конечно, одно удовольствие, потому что посмотрите, во-первых, на атмосферу, во-вторых, эти национальные платья, которые можно, кстати, примерять туристам. Ну, наверное, мне тоже. Но пока гостей нет, я займусь полезным делом и буду повторять меню. Что там было с этим языка? Мадина, вообще-то у нас официант не сидит. Ну, я же меню повторяю. Не имеет значения. Есть гость, нет гостя. Ты должна стоять. -5. Основной доход официанта – это, конечно, его чаевые. Оклад, как правило, очень скромный, а я на него и вовсе не могу рассчитывать сегодня, потому что нахожусь на стажировке. Поэтому моя главная цель – это довольные гости. Мадина,
Прими столик. Мы проездом в Владикавказе, первый раз мы здесь были, но как-то быстро не успели поесть. А сейчас хочется насладиться местной кухней. Именно осетинской просто. Вы очень сильно по адресу. Я вам могу сразу же порекомендовать визитную карточку Осетии. Это осетинские пироги. Пробовали? Ну вот мы бы, наверное, хотели один с картошкой, один с мясом, чтобы были по маленькому. А с картошкой нет маленького, только с мясом маленького. есть большой. Вы наказаны. Пробовали в Москве, вся Москва забита. В Москве это другое. Не такие, да? Это совершенно Не, другое. название, in-бренд уже. Да, бренд. Но нам бы хотелось, так как мы все люди пожилые, Супчика. Можете попробовать национальный суп лапша. Это говяжий наваристый бульон, картошка, специи. Очень вкусный, такой прозрачный бульон вкусный. Ты тоже с говядиной? Ну да. Да, тогда нам два. Вот муж мечтал попробовать хаш. А что он армянского отличается? Вы знаете, хаш у нас здесь это требуха, говяжьи ноги. Вот я знаю, что это есть армянский, Да. а у вас свой особенный. Да. Ну, либо из баранины, либо из свинины шеи. Корейка это на кости, шея это мягкая Давайте часть. шеи. Так давайте лучше тогда из свинины шеи. Шея, да. А я картофель по-деревенски. Вот. Ага. Подожди, ты суп и еще что? Шашлык. Шашлык. И картошка. Гарнир. Соус, хлеб А хлеб у вас какой? свой. А у вас еще и хлеб вкусный. Очень вкусный, свой. Чай или холодное Наверное, что-то? что-то холодненькое. Можно домашний лимонад. Моя мама говорит, ей 97 лет, сразу после еды есть пить нельзя. О, Моя она мама тоже по так системе говорит. какой-то. она Маме там- 97 лет, живет одна, мы ей Дай бог помогаем, так здоровья. что надо прислушаться. Да. Все. Спасибо. И вам спасибо, ждем. Мне нужны вилки, ножи и у них 2 стульчика. На стопе? Ну вот, стопы пошли. Чей 3-й стол? Ты вечером что делаешь после работы? Можешь, пожалуйста, не стоять в телефоне и собери волосы. У нас так нельзя. Доработать бы этот день. Нравилось? Да. На здоровье. Дашь сдачу, пожалуйста. Иди, убери свой стол. Официально заявляю, что самая любимая часть работы – это распаковка счетницы. Ну? Нет, я не буду вам пока оглашать. Дождитесь, пожалуйста, конца выпуска. До новых встреч. Никаких чаевых. Это был сложный день и эмоционально, и физически. Провести весь день на ногах, подружиться с коллективом, расположить гостя. Я подустала. Но это был, конечно, отличный опыт, тем более, что мой заработок составил 243 рубля. И теперь мы ближе к нашей цели. Так, Ну, Мадин, ты, конечно, молодец. Сколько? 243 же? 243 рубля. а что за такое Слушайте, дай выражение лица было осуждающее? Я уверена, что каждый из вас вообще на своих съемках попил кофе, а это минус 300. У меня хотя бы плюс 240. На что ты их потратил? Почти хватило еще- на кофе, да, вот так? Еще 7 рублей и маленький капучино мой. Я пока не потратила. Я Нечего тратить. Так, ну давай, это что такое? Вот, у тебя был опыт работы в общепите Да. до того, как ты пришел? Да, в институт? был. А где ты работал? А можно называть? Ну, ты как бы не называй, примерно организацию. ресторан. Ну, я или работал грузчиком. Ого. Ты знаешь, что это тяжелый труд. Я Аким, еще бы я знаю, да. Аким тоже успел в общепите Мы с Акимом, поработать. да, Аким успел. тоже знает, что это за труд. Ну, Поделись я не своим за опытом, 243 рубля работал. Ну, И у это меня была, что конечно, больше. не полноценная смена. Полноценная смена у официанта, она вообще 13, 14, то и 15 часов, если они в течение дня там не успели убрать посуду. И у них получается оклад 2000 плюс чай примерно, мои коллеги сказали, 1005. да, и получается хорошая сумма. Мадин, давай не Интересно. деньга. А вот что самое сложное было в твоей работе? Наверное, стоять на ногах очень тяжело. Очень тяжело, когда на тебя кто-то ворчит, кто-то тебя постоянно что-то хочет. И вот от вот этого постоянного взаимодействия с людьми очень я устала. Поэтому я счастлива оказаться снова в офисе, сидеть, пить кофе. Да. Коли є перемога прелість вишка, ваша, ще ювжага шар, та й мене фіє там.
Ежелка фулдарма бажаттан вот луифтарны фолладайн. Ну, кстати, да, гости-то смеялись, радовались жизни. Вот она, ты просто была рядом. Вот эффект, это вайб. Да, энергия, твоя энергия. Спасибо, коллеги. Спасибо, коллеги. Особенно приезжие там были. Хотите узнать, на что я коплю? О, расскажи нам. Коплю на автошколу, потому что очень хочется водить, очень хочется машины, но без Ну, правнуков. такими темпами. Скоро все получится. Насколько я знаю, Карина не стала ждать и копить, она решила попробовать все сходу. Эта Давай, тема расскажи очень нам. актуальна для меня. Ждар айражмасыттан, мамухьяфыл вартон. Нажиттай уражму? Уражмани каджатон. Автотеории тахуркотон, фалашартон, инструктором уже афыл варон. Автомат улышпаттан. Механикам дануш на бахаше. На фалватыган фалварсын. Апокалипсис куана, вот ищу машина макхава багов канама вдруг. Тогда сразу цекать и будет. Это механика. Каринен, я такой канге, я машине такой канге, дарнсы тапутса штынгаги. Бакажа макарине гцулых и марсова. Согласен, смотрим. Так, теории шахуркотон, нартаман бажат махи практика драфу варен. Фала сону вижен, уйта нартака бажон, что инструктор арчеката шошланой. Шошланды бон хорш. Вон то хош. Нартака ма баку диде хош, фандому махи практика драфу варен. Ама домагашкам травай заниш. Благодар, сауна равайзан. Одумал разуром, дахитахай, талажа кушаш. Маном шошлан арчекатайдан. Кушен хаса кушта фонзажа. Хафтаман рават фасад мажардама хаса кушт ахурканан адама. Налаг машинато. Шошла, мы тынк самудишу бажа, он самый райдайда, он да бонафотк. Алай умандар яхива вартавая, райшомай адаймаг якуштражма, лама аркаша. Явшайнак бахма кавла хурканума, ама я лама банабл таканай, басатай канай. Бонадарга ивадай магна вай фалазавай фонз ахшажадай маджа, ама фатвадол кушам саванс, ама магашка машинан садналово. Куша бони жерма, ама ям факавур кашан райшома ям басаван. Аркашан масло, дон, удома кашен хафта. Ви фаште хайрах канен. Май дартер бахижен ода мидага явавар коду мадар кашам шырдак зинадма умадар жилан кава. Ирехшката алрайшом дерфаканш. Ода я алыжер я талрайшом. Варна фаште дарайшома я кавахшен ода дархужонан наваю. Ода райдаем. Бафалвара. Иркудым бар нафтумай фацажи фацагдыр вална коуром баканын. О, а что мама шиничи баду удонда реклама баканой. Бакот там дартырта. Дартырта на кавуш кушен канан машина. Ерманын булдактар ламбыным тары бабарынкан. Тормоза педалар хасам. Ама хер дагал аживам. Давади? Хоржавади. Штатор шкокотон. Пандармаса майтарш. Дартыр тормоз швацнан. Ер тормоз да бону швазен. Дартыр сама ясавам. На пандаграй даем. Уйта хайтана каузани архасан тормозал. Архасутан. Ама скорость шабаран. Мана хасар режиме. О, моя фаштама хасунар фаштама. Фаштамел рахас. Его Ражманан чиса оса скорость. Ама херда тормоза педал, а шваз да кухрул шабар. Швазоной? О. Ой. Ир вая автомода мадима гарбасу, мы фим барыш, ну на шахур заниш, а ви алкайдар шахур канан. Не я хамадима кайны шахур канан, алкайдар шахур кананиш. Раштаг. Раштаг вая. Алкамадар алхужан раштаг вая бахуна. О. Шахур. Навы тапака о дашахат. Дашахат мадима уже нефтен дарсет канан райдая. Бирата уже шахадагдар расаван, суманама саттабайынц пандагма. Если на патыжундар тасываю, мы дартар шахадагас, он сволсен патыжундар сываю. Ше патыжундар сываю, андер.
Шейпат Жандарсен Ваиса, а Кашфала модерничий Зарбасова. Вот даже удаш там. Мана кругтей торшанс. Пашта мирайдай жилен. Вот. Ама кругтей торшанс. Дружба. Полдер машина камиомей торшанс. Монархонский кругай дербира торшанс. Мана мазабира машина тавая. Андер Волдайзен исвай. Инна кругтей. Махисен мальс мудиш судиш жонш. Охадак автоинструктор Ташкана факанут. Куфасаут. Ташкана канам. Пама кашай кан. Дахай на пама алкайдер какана. Мана мада пашма рулал бада. Адайма касынырмана жона салон касынырма işte вабар випайте ябонеш заниш садар. Омала върте кувайот яхи ябона узен кубата. О, випайте кубакава, випайте пажилен кокава, пауроман кокава, отры на шарах сани. Но магаш капами махна хадагдер умана саждарам кама, алло подтагмадар кашай. Магаш капцахат умал фагу. Când tărba cu tună, e jun. Dar tărtam ufundisi, mă dacă tăr șpadai, mă bărbărtăran hașcănă. Табаши. Макушты мажардама пасовыма цораждары коджахтон каяхоркан шусы адаймак забахпасово ма рашут пасову бурыташты ойман вейтен гокшишкон оскоттак адаймак сакушткану май сыдар фена я пайдата кишкоттайма надама шипадержиконда. Махантар нарыштык фаси, куда им барна автомобилем мурт, читер мадам укал макышы, мон умадыр бuna тратту. Штырбужныкдан шашлан. Одамахи практикайдар афал вартон, нартарашта гарседи машинал хананандар. Что отмечу? Я вот помню свой первый опыт, наверное, первое время, когда вот уже выезжал стабильно в город, еще в период обучения на права. Честно, в городе было прям жутковато, потому что и движение у нас бешеное, и машин очень много. А ты, Карин, так смело. Это ты первый раз села за руль? Первый раз, но пока не воживленным. Я молодец. очень хотела, но меня не пустил. Азамат, ты умеешь водить? На велосипеде, да. Это был твой первый, но не последний опыт. На велосипеде, но я уверен, опыт-то хоть какой-то был на автомобиле. На машине тоже был, да, опыт у меня. И как? Ворота пострадали немного дома, и немного я пострадал от взгляда папы. Ты, Карин, работала очень плотно всю неделю, и всю неделю перед этим, и всю неделю перед той неделей. И еще дальше. Еще мы должны я в не это хочу поверить. углубляться в эту историю. Это Мадина просто- сжахта уфяхшая. Что было, Мы, что говорит, было? должны в это поверить. А Почему что? должны Хорошо. поверить? Хорошо, Заработала хорошо, свои Нами эти 243 сказки не рубля и начала. прокатят. Хорошо. Слушайте, я прекрасно знаю, где этот человек был, можно ли это назвать работой, поэтому... Кошмаем, Мене кеш, Мадина, Ага. ты пожалеешь о своих словах. Раз уронанной, значит. Давай. Я задумалась вот о том, что может ли, ну, мне кажется, что да. Давно я не была на концерте. Нет, не так было. Национальная музыка, да? Национальная музыка, она же иногда может быть танцевальной, очень ритмичной, да? И вы наверняка тоже знаете этого артиста, он популярный, из Абхазии. Псевдоним его близкий, но зовут его Валерий Майрамян. И я узнала сама, что он приезжает в Северную Осетию, будет давать концерт, да. И я решила пообщаться и узнать у него его мнение, спросить его в целом об осетинских исполнителях, о вдохновении, о его творчестве, да. Ну, и, конечно, о детстве его тоже несколько вопросов было. Так что я интервью записывала. Только из этих благородных соображений Какие ты туда песни? Вот отправилась. что-то из наиболее, может быть, Да, вот, популярного, кстати, Вы по-любому знаете. Мадина, Почему? Сайма, Одия, Кабам, Барштайса, Квейканыш, Факаш, мамам, Уже на меня показывает. Я понимаю, к петь чему это маешь. идет. Ты понимаешь. Азамат напоет. Напеть Именно- Азамат? Да, именно Я свою напою? Нет, песню. давай. Давай, Мяфта, давай. Это Эй, что за за Азамат? Азамат?
Вот так и напивается. Это что за Да, Асамат? ну да. Это моя любимая, кстати, песня, когда она вышла. Ну, теперь да, Да, по-любому. Я тогда предлагаю немного послушать и песню, и погрузиться в атмосферу концерта. На Мадина Динаутта концерты, так что это Ну, мне вдал концерт Уражью Баю. Конечно. Так, Карим, мне очень интересно. Все, поехали. Смотрим. Да. Я хочу начать наш диалог с песней, которая в прошлым летом, она просто взорвала все чарты музыкальные, все ее слушали. Это песня Азамат. Как появился этот трек, как вы его придумали и какое у вас тогда было настроение, тогда, когда вы его писали? Мы ехали с моим другом Надиром, это диджей Шири. Мы ехали в машине, что-то поздно ночью. Вот. И он мне показал эту демку, и он тогда готовил альбом свой первый, Райда. И я услышал это демо в первый раз у него в машине, получается. Ну, я понял сразу, что это какой-то большой трек. Мне сразу понравилось. Вот. Слова написал сам, он мне прислал демо, я забрал демо, уехал в Москву, получается. В Москве дописал текст, записал уже куплет и так далее, закинул ему обратно, и вот получилась такая песня. Когда вы ее писали, вы представляли себе, делали какие-то прогнозы, вы думали о том, что она станет настолько популярной? Вот на что вы рассчитывали, как и в целом, мне кажется, Да ни на что не рассчитывали, просто я понял, что это большая... Ну, не знаю, это наше ощущение, когда вот ты слышишь песню и понимаешь, что вот, скорее всего, она будет там, ее полюбят, условно говоря. Вот. У меня было такое ощущение, что у этой песни есть какое-то настроение особенное, и какая-то особенная энергия, которая, скорее всего, понравится многим людям. Знаете, Азамат — это довольно популярное имя у нас в Осетии, но скажите, вы знаете самого популярного Азамата? Ну, того, которого я знаю, но не лично, условно говоря, это, наверное, Азамат Мусагалиев. А из таких Азаматов, которые там на Кавказе, наверное... Я вас подведу, потому что мне очень важно услышать ваше мнение о его творчестве. Тоже Азамат, Мияги зовут Азамат. Да, мне рассказывали друзья, что да, он тоже слышал эту песню, и многие люди ему скинули этот трек, короче, в итоге, да. Вы слушаете его песни? Да, конечно. Как они вам? Мне нравится то, что делают ребята с Хаджимая. Тут еще такой важный момент, что когда выходил мой первый альбом, обложку делал Заур Тадеев, который работает сейчас с ребятами, вот, и мы с ним прям... Мы с ним хорошо общаемся. Сейчас за кадром не видно, но вот он стоит здесь тоже. Я вернусь к песне Азамат. Давайте. Какой отклик был у нее, у вас дома в Абхазии, если вы как-то отслеживали это? Она сразу полетела. Ну, это сразу чувствуешь, знаешь, когда ты, вот, там, ты закинул первое видео, и там сразу по какой-то реакции ты понимаешь, что... Ну, это как с горами было в начале на старте. Да. То, что все слушают. То же самое с Азаматом случилось, он просто сам по себе живет свою жизнь до сих пор. Где вы должны находиться, вот это идеальное место для того, чтобы вам было в удовольствие творить и писать песни? Вдохновение — это очень романтизированная история. То есть многие, когда кто говорят про вдохновение, что они там сидят, ждут, когда там что-то придет, на самом деле у большинства музыкантов это не так работает. То есть тебя сильно вдохновить может какая-то сильная эмоция, да, это работает. Но ты не живешь всегда в мире, где у тебя каждый день сильная какая-то эмоция. Обычно у тебя просто рутина происходит. Поэтому если ты в рутине можешь настроиться на рабочий лад, это может произойти абсолютно в любом месте, типа независимости, там, в Италии, в Абхазии там, или где находишься. Если говорить просто про благоприятные условия для того, чтобы ты мог творить, то, скорее всего, это... Ну, я из Абхазии, мне кажется, мне было бы комфортно там, где есть красивая природа, там, вне зависимости от того, там, это горы, там, море или еще что-то. То есть сама по себе природа, она уже тебя... Ты так немножко себя чувствуешь как дома. Поэтому вот, когда мы приезжаем в Владикавказ, Владик очень похож на Абхазию. Мы вчера ездили в горы, и у меня было ощущение, как будто мы едем на озеро Рица моментами. Вот. Вы по знаку зодиака близнецы. Да. Вот. И я цитирую, могу вырабатывать в себе какие-то скиллы, приспособляться.
Но вы это сказали в контексте погодных условий. А что насчет людей? Вы умеете, можете, хотите ли вы к ним приспосабливаться? Приспособление к человеку, оно там подразумевает вообще абсолютно разные ситуации. Там, рабочие ситуации, там, личные моменты. Безусловно, там, друзья, там, еще в работе, в творчестве. Ну, в творчестве я могу сказать, что если ты даже приспособишься к какому-то... Ну, допустим, мы вот возьмем ситуацию, что ты хочешь сделать с кем-то там совместный трек, да. И ты там на старте понимаешь, что есть какие-то там неудобные моменты, ну, в общении, там, чего бы это ни было. Можно, конечно, закрыть на глаза на это, потому что есть какая-то цель, но чаще всего на каком-то этапе потом это вылезает просто. И это все ломает, потому что совместное творчество — это такая тонкая история, потому что вам потом надо выйти в люди и раздать этот вайб людям, чтобы они почувствовали эту песню. И, допустим, и от тебя, и от человека, с кем ты делаешь там, эту песню. Наша музыка, крутится земля, осты наша музыка, крутится земля, осты наша музыка, звук забитый ДНК, это что за азамат? Вы говорили, что нашли свой творческий ключ после трека «Мама», но ведь ваши последние треки и вот первые, они даже отличаются по стилю, хотя к слову «стиль» я знаю, как вы относитесь, тоже говоря о ваших песнях, но все равно. Я 100% не тот артист, который там всегда делает там одни и те же треки. Я думаю, те, кто меня слушают, уже давно это поняли. Да, то есть, если бы я всегда делал треки как там «Мама», ну, наверное, в каком-то смысле это было бы круто, потому что когда ты выпускаешь новый трек, если он похож на предыдущий, с точки зрения там какого-то продвижения, это хорошо. Вот. Но с другой стороны, мне кажется, что люди, когда приходят на мои концерты, они могут как будто бы, знаешь, на карусели такой музыкальной прокатиться. То есть у них там есть разные эмоции. Там, здесь они потанцевали, здесь чуть-чуть лирика, тут они там задумались, здесь опять потанцевали. И как бы вот это по кругу идет. И мне кажется, наверное, может быть, опять-таки, я не знаю, напишите в комментариях. Скорее всего, наверное, люди приходят на мои лайвы вот, за этими эмоциями. А что касается «Мамы», ну, это песня, которая, она не могла не появиться, потому что, знаешь, когда долго ищешь, что-то всегда приходит. И вот пришла эта песня, и после нее, конечно, много чего поменялось. Кто ваш слушатель? По моим ощущениям или по какой-то там статистике, которую иногда мы там отслеживаем? По вашим. Меня больше слушают девочки, это я 100% знаю, потому что они сняли огромное количество видеоконтента под мою музыку в разных соцсетях. Вот, поэтому я могу из этого сделать вывод, что меня на сегодняшний день слушают больше именно девчонки. Пацаны, конечно, безусловно, тоже есть. Конечно. Привет всем пацанам, кто меня слушает. Вам еще отдельное спасибо. Респект. Да, респект. Вот. Вчера вы встречались с Мавди. Да. Зовут этого человека Вячеслав Базаев, настоящее его имя. Давайте расскажем нашим зрителям про ваш предстоящий с ним фит. Очень, очень летняя песня. Мы познакомились, когда я приезжал в прошлый раз, когда был концерт на Кавказе. И вот с Мавди у нас, вот, мы говорили, знаешь, когда какой-то вопрос вы задавали, что вот, приспосабливаться к кому-то и так далее. Вот у нас сложился какой-то... Коннект. Да, коннект случился, и вот, не знаю, слава богу, все получилось сделать, и мне кажется, будет классный трек, летний очень. В июле где-то ближе к там, 20 какому-то там часу, короче, выйдет. И видео красивое мы сняли у вас в сети, потому что у вас очень красиво. Ну, я думаю, теперь контент будут делать еще под одну песню. 25 июля у меня будет большой концерт в Абхазии, ну, типа ежегодный уже получается. И хочется там эту песню показать. И про фестивали еще хочется поговорить. В этом году вы будете выступать на главной сцене ВК-феста, а это будет в Москве. Как вы готовитесь? Да никак особо. Не готовитесь? Не, пока что мы никак не готовимся, потому что сейчас есть какие-то задачи, в которых мы сейчас варимся. Это вот как раз-таки сейчас клип мы заканчиваем с Мавди. У меня сейчас песня выходит про Сухум. Сейчас 5 июля у нас День города, получается, 2510 лет столицы Абхазии.
Вот, и мы подготовили под это какую-то музыку специальную. А что касается ВК-феста, ну, когда все это сейчас пройдет, мы приедем в Москву и начнем готовиться, потому что главная сцена — это такая большая ответственность. Я вам всегда желаю собирать огромные стадионы. Вам огромное спасибо и удачи. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Всем пока. Карин, какие красивые у него очки, однако. Это да, я попросила их мне подарить. Ну, он но так нет. и хотел, чтобы мы все это заметили. Ну да, трудно не заметить. Очки, да? У меня тоже есть. Я вам, кстати, на следующую нашу вот такую беседу я вам принесу очень классные очки, они вам понравятся. Ладно, это. О, питаем один, да он даже Как в целом тебе Мне атмосфера? понравилось. Это и сам концерт был интересный, и беседа довольно насыщенная, такая интересная. Я для себя что-то почерпнула, узнала новое. В целом вдохновилась. А вот что ты для себя подчеркнула с Еми Рафажминагой? Рафажмина, ердинг Джон. Стремление, адыймаг мечтик сова кушин. У тебя может быть талант, у тебя может быть, я не знаю, все возможности. На фаладам стремление к нова, вот желание что-то делать, иногда не спать ночами, да. Ходить на концерт. Иногда не спать ночами, работать, да. То что-то да и получится. Ну, Карина, вот тебе было интересно. Рафажминага, я в судью мордовом бафарштайна. Карина, мені жаль, старайте кушаний фешта. Массаж уйражмадар. Юлдаром сажонус мана горы тетта. Что вообще слушаете, Милан? Твой музыкальный вкус, насколько У широк меня диапазон? очень широк, максимально все по настроению. Например, сегодня я слушаю Майкла Джексона, а завтра я буду слушать Егора Шипа. Осуждаем. Хатикову кто-нибудь слушает? Хатикову, да. Ну, Хатикову, это, извини, Ее послезавтра буду слушать. Егорова моя любимая. Кимсонов красиво. Азамат, а ты? Кабул. Кабул — это... Старая школа осетинского Кстати, рэпа. да, Ты я давал уже знаю. послушать, как-то я помню эту историю. Да. Хороший вкус, Азамат, прекрасные песни, я считаю, Ну тоже да, слушаю. я вырос в Ордоне. Там это... Вот Карина знает, Каждый слушали может. очень часто, да. А Ким? Зависит от того, какой у меня вайб. Вот как говорят участники моего опроса, плюс или минус вайб. Ну, Вот если плюс. самое разное. Рэп. Пусть это будут кавказские песни условно, да, пусть это будут какие-то английские, Зарубежные, да, может быть. зарубежные. А если минус вайб, допустим? Грустно. Депрессивное что-нибудь, Максим, такой, знаешь ли. Нет, такие, чтобы у меня был наоборот плюс вайб. А, да ладно, Да. у тебя так? Да. Я просто обычно, если начинаю слушать, ну, вот если минус вайб, да, то мне надо, чтобы То еще сильнее добить, да? Да. Такая схема. А Карина, ты что слушаешь? Мы Ой, вообще а же не мы спросили. ждем, мы некоторые вайб целденоттермен тоже Кабул слушаю, там Гал 15 слушаю, Бираманзия. В общем, да, сифр разі практично. Банхашку там. И фашта с Дорей, и наушники Макфина. Мне интересно посмотреть дальше, что у нас. У нас дальше есть Милана, которая тоже успела что-то поснимать. Где ты была? Ты была в спортзале, я знаю. Давай Я чуть не подробнее. работала. Сразу. Осуждение где? Осуждающий взгляд. Осуждающий взгляд Продолжай, меня очень давит. Но я продолжу. Ну-ка. Я была, да, в спортзале. Я не занималась спортом тоже. Еще больше осуждаем. Я взяла качков, которые должны были полностью разрушить стереотипы. Но давайте начнем с того. Вот, Карина, допустим, ты. Что для тебя сила? Ого. Ну, тебе какой ответ нужен? Философский или нет? Можешь не отвечать. Вот от Я души. от души, да, вот скажу, как есть. Когда монахам физически сила, если она ее нет, или она вот на очень низком таком уровне, то надо пользоваться силой ума. Сауафт? Пойдет. О, спасибо. Азамат, а для тебя-то сила что такое? Для меня сила — это ехать в трамвае, не держась за поручень. Вот это да. Кажется, вот Вот это это сила. точно сила. Здесь Еще, надо. Азамат, мы знаем, что ты ходил или ходишь на борьбу, Хожу, да? хожу. И тебе знакомо это слово, наверное. Ну,
Чуть-чуть. Чуть-чуть знакомо что-то. Ну, к Азамату мы переключимся немного позже, пока что В Милана... общем, Пока что бога Карина ради, да, вспомнила. ну, еще и в повестку такую мы немного попадаем, чемпионат мира. Значит, цитата Криштиану Роналду. Чтобы быть лучшим, ты должен работать больше, Чем все остальные. Извините, что я лучше. Простите мне мое Простите мне мое Мадина Салегарафтов. Мадина много работает. Я вот, кстати, знаю, мы теперь будем с ней соревноваться, кто больше работает. Кто больше И вот на вас сейчас заработает смотрят, или кто больше на вас сейчас просто смотрят работает? таким, который Сначала- после вечернего эфира пойдет либо монтировать сюжеты, либо их еще снимать, или еще что-то. Милан, ну что? На самом деле, вот Мадина, она точно знает, что такое сила, потому что я видела, как она стояла на гвоздях. Да. Да. И это было очень сильно. Так, Я знаю ну, много чего, но я не знаю, что такое сила, потому что я очень слабая. Ой, да. Нет, она... Я Ты наоборот пикми. должна В данный момент я пикми. Ты наоборот должна сказать, что ты сильная. Почему ты говоришь, что ты слабая? Ну, физически я слабая. Нет, должна сказать, что Нет, ты сильная. я Ты морально Да, сильная. ты себе Да. говори, это главное. морально Да. сильная, да. Посылай Сила — это импульс. сила. по вселенной. Ну, давайте, нет. В ну, общем, да, я вас Милан. поняла. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Давайте. В прошлый раз я поменьше взял. Так же, как и он на жиме меньше брал. И ты сейчас. На прогрессии. Давай. Полностью амплитуду прорабатывай. Хорошо. Мы привыкли думать, что мужская сила — это мощь, тяжесть и железо, а женская — это мягкость и легкость, которая вроде как слабее. Но сегодня мы сломаем все шаблоны. Сейчас вместе с нашими героями мы поедем в студию пилатеса, казалось бы, такого женского спорта, и раскроем для себя и, конечно же, для них совершенно иной мир. Посмотрим, как же они выдержат такую нагрузку. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не понял. Сам здесь. Вы меня куда привели? Комната мучений. Пилатес – это не про накачаться, как вы поняли. Это про глубокие мышцы, про центр и про контроль. Так что килограммы вам не помогут, ваша сила вам здесь не поможет. Мы это поняли. Смотрите, вам сейчас важно понимать, что пилатес – это не сила рывка, это сила тысячных повторений, и это баланс, который я вам помогу сегодня прочувствовать. Правую ногу поднимаете вверх, и вот насколько вам дает натяжение, вытягиваете носок на себя. Левая нога – это ваш упор. Вы сейчас отталкиваетесь и опускаете правую ногу вниз. Чувствуем натяжение руки? Ужасно чувствую сильно. Руки опустите, контролируйте плечи, нога выше. Полотенце есть у вас? Фатима, я вам говорю, железом легче было работать. Вы только начали. Они привыкли мерить силу килограммами, но сегодня они попробуют измерить ее своим собственным весом. Сколько раз надо сделать? Я уже 40 раз сделал. Сколько? Все обратно, и вы как качалка, туда-обратно. Не застревайте ни в какой точке, сразу возвращайтесь. Уезжайте назад с выдохом и возвращайтесь обратно. Да? Выдох. У меня пресс так никогда в жизни не работал. Серьезно? Так, движение в тазобедренном, поняли? Ага. Заур, я тебе сказал, что будет. Таз. Возвращай таз. Ты мне не верил. Вдох. Вдох. До упора, да? Выдох обратно. Ох, растягивая и возвращаемся. Я пропущу это упражнение. Страшно? Ну, нет, да. Упражнение называется русалочка. Тут движение тоже хорошее для позвоночника. Вдох в одну сторону. На выдохе возвращаемся, вдох в другую сторону. Ощущаете, как вытягивается весь бок. До кончиков пальцев рук дотягивайте движение. Вверх. Да, зависаете. Фатима, у меня это не идет. У меня идет, да, достаточно. Понимаешь, что сила в зале – это больше про мышцы, которые находятся снаружи, а здесь, в пилатесе, это больше про мышцы, которые находятся глубоко внутри, про контроль, про силу и про то, как ты чувствуешь свое тело. Сегодня я увидела, как хрупкая девушка показала, что побеждать вообще не нужно, что можно просто быть в своем теле, в своей энергии.
И это, пожалуй, самая большая сила. Мне кажется, хватит мерить силу только килограммами. Может быть, сила — это не только про то, чтобы быть твердым, а про то, чтобы быть живым, гибким и слышащим. Слушай, ну насыщенно получилось, однако. Да, Я думал, да, им да. проще дастся вся эта история. Ну, стереотипы сломались? Стереотипы сломались. Максимально. Какой был стереотип? А стереотип был в том, что существует некая мужская сила, которая мощнее, жестче, и женская сила, которая мягкая, такая легкая. А мы его точно сломали, потому что ну, вот, сильнее и жестче у них действительно сохранилось это все. Им все так же нужны были гантели или что-нибудь потяжелее. Им нужны были гантели, но все же в этом зале пилатеса она показала им класс. Ну, это правда. Очень круто. Вадим, до пилатес там фасуш. Но при этом они очень старались. Вы попробовали Аким Азамат? Поломаться? Почему поломаться? Поломаться нет. Скорее бы отказался. Нет, пилатес почему? Пилатес, ну это и есть поломаться. Пилатес ломатес, да? Пилатес ломатес. Он Ну, я вам мне советую кажется. в любом случае. Это очень хорошая Ну вещь. тогда мне придется месяц не ходить на работу. И лежать Да на кровати. ладно. Сразу заматывает, уже вдруг получится. Просто полезная же штука так на веришь? самом деле. Просто Это завтра растяжка верю. ведь, в частности. И завтра Это очень замат. полезно. Потягутки. Нет, ну, кстати, я пытался на шпагат сесть. А ну, чему равна сила? Кто-то знает? Чему равна сила? Да. Я забыла. Здесь надо... Формула В смысле нужна. Формула, физическая? да. Не, да. ребят, не. вы Сила чё, это равна никому. качки плюс пилатес. Но это Да, немного не про это. опять. И чему? Масса на ускорение. Ах ты, смотри-ка. Как Да физика. быстро ты подсмотрела в телефон. Она я Справедливости ради, берем масук фаншта. типа, Я не посмотрела, вот моя история. Вот я вот так сообщение. Они у меня, видите, даже не ушли. Это, получается, я 15-16 минут телефон не трогала. Хатер. достойно. Рекорд. Мама. Ну, нет, сила на ускорение это то, что как-то перекликается, наверное, с сюжетом Азамата. Я был в Ольхотово. Ну-ка. И, во-первых, я туда ехал 2 часа, туда Неплохо. обратно. Это уже сила. Это уже сила, я уже проявил какую-то силу. Как? Велосипеду. Нет, на Ишаке. Ну, короче, я был в Ольхотово, и там я был в гостях у Чермена Кубесова, который взял бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Токио в 2021 году. И я в целом зарядился его энергетикой, и то, как он преодолевает трудности, которые встречаются на его пути. Я, не знаю, я предлагаю посмотреть, что ли, давайте мой сюжет. Заинтригованный. 10 meters in front is the man from the RPC. 1 сентября 2021 года Чермен Кубесов завоевывает бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио. После забега он надел футболку, посвященную матери, которая не стала в 2015-м. Идея зародилась еще во время подготовки к играм 2016 года в Рио. С тех пор этот символ памяти каждый день напоминал ему, ради кого нельзя сдаваться, ради кого он продемонстрирует всему миру свою силу духа. Она мне всегда тут как мантру трактовала, типа надо все-таки олимпийскую медаль. И вот тогда было были разговоры с матерью, то, что я мам, выиграл эту медаль. Эта футболка была, как я говорил, предназначена для первых Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. И когда нас не пустили, я ее просто сложил и в шкаф положил. Я именно его положил так, чтобы, видите, она меня вдохновляла как-то, чтобы надо идти, чтобы надо отобраться на Паралимпийские игры, надо выступить там. И слово надо сдерживать, я сдержал. С детства Чермену приходилось слышать от сверстников немало насмешек. Он стремился доказать не только окружающим, но и себе, что способен покорить Олимп. С тех пор стал проявляться дух будущего чемпиона. В школьные годы, когда вспомнить, тогда там где-то на перекладине не мог там полностью подтягиваться, где-то там, бывали моменты, когда дразнили. Мне один мудрый человек сказал, главное, говорит, не подраться, а доказать, что ты ничем не отличаешься от тех ребят, которые, по состоянию здоровья лучше тебя. И приходилось больше к них подтягиваться, быстрее бегать, лучше играть.
Вот это самое, то что. Медаль это в 7 классе в 2011 году. Я сам по себе, помимо спорта, люблю очень научные такие предметы, это как физика, астрономия. Вот, и по физике тогда я написал научную работу. И вот тогда я из всех участников стал 3-м, будучи спортсменом по физике. В юношеские годы на Чермена огромное влияние оказала книга о Томасе Эдисоне. Во многих историях великого инженера он узнавал себя и свою судьбу. Биография известного изобретателя стала для Чермена своеобразным лучом света, не позволившим опустить руки. Первая моя книга, которую я, вот, можно сказать, на одном дыхании прочел, это была биография Томаса Эдисона. В нем я реально себя увидел, то, что он издавался, то, что он экспериментировал, то, что он с одной проблемы выходил на другую, то, что у него тоже была проблема со здоровьем. В легкую атлетику Чермен попал совершенно случайно. Сначала он занимался футболом, но однажды тренер Валерий Гаглоев предложил ему попробовать свои силы в еще незнакомом для него виде спорта. Именно этот случайный выбор впоследствии изменил всю его жизнь. Мой тренер Валерий Гаглоев, он увидел и говорит: не хочешь, говорит, попробовать себя в легкой атлетике? Он меня тогда привел к тренеру по легкой атлетике Владимиру Владимировичу Куроеву. И вот я тогда просто в кедах пришел, и он меня на манеже засек, я уже по глазам понял, что я быстро пробежал. И потом на первые соревнования повели, тоже чемпионат России был, мне было сколько, 15 лет. И среди взрослых я стал 3-м. Вот, и уже понял, что есть перспектива. В 2017 году Чермен решается на, казалось бы, невозможное – переход в смешанные единоборства. Эффект на него оказала история Ника Ньюэлла, американского бойца, выступавшего без части левой руки. Многие твердили, мол, это невозможно. Чермен же верил в себя и в свои силы. Риск оправдался, в дебютном поединке он одержал молниеносную победу над Станиславом Самохиным за 47 секунд. Поздравляем Чермена! Самое высшее наслаждение – сделать то, что, по мнению других, вы сделать не сможете. Walter Badgett. Эту фразу я прочел году в 2010 или 2011, когда попал в легкую атлетику, я не думал, что чемпионом мира стану. Многие не верили, говорили, это невозможно. И когда даже в бои переходил, у кого база бокс, борьба, а я паралимпиец, легкоатлет, и мне все говорили, какие даже собственные друзья не верили. Но эта фраза работает, как видите, по моему примеру. Огромную роль в жизни Чермена сыграл отец Николай Ливанович Кобесов. Сегодня чемпион посвящает свои победы именно ему. Кем я стал на сегодняшний день, это благодаря своему отцу. В будущем подростковым возрасте я не осознавал, за что меня вот так гоняет, и были какие-то обиды, злости там. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что моя личность сформирована именно примерами, которые он мне давал, советовал. Последние 10 лет он меня заменяет и маму, и всех, потому что отцовская поддержка очень важна. У меня даже еще в одно время инцидент был, я в школе плохо учился, меня отец не пустил на неделю в школу. И если я, допустим, один раз помогал там, то я тогда утром и вечером убирал за ними. И я пришел к маме и говорю: мама, скажи папе, я говорю, буду хорошо учиться. Так что я могу сказать, лучше бегать на тренировке, чем вот этим всем заниматься. В 30 лет Чермен Кобесов – чемпион мира и Европы, победитель всемирных игр Айвас и бронзовый призер Паралимпийских игр. Он признается, на протяжении жизни многие люди уходили, переставали верить и отворачивались от него. Ребятам я хочу посоветовать, сейчас у кого очень тяжелый такой путь. Главное, не опускать руки. Никто вам не поможет, кроме самого себя. И если есть даже поддержка, это только ваша семья и максимум 2-3 друга близких, и все. Ни на кого нельзя надеяться и просто идти вперед. Знаешь, вот есть астинская поговорка «Магрула галдам, дур валама тула, вмен амфала валама». То же самое у меня. Если у обычных людей камень вниз падает, то она на меня наверх летит. Я даже, допустим, приходил после поражения домой, я все равно сразу тренироваться. Мне казалось, что
Если я вот это сделаю, никто это не сделает. Сила духа, если она есть или его нет, я так скажу. Спустя десятки побед спортивный голод Чермена остается все тем же. Он ежедневно трудится ради главной медали своей жизни – золота Паралимпийских игр. Цель сегодня – проложить себе путь на игры 28 года в Лос-Анджелесе. Сейчас нынешняя цель, в первую очередь, разобраться со всеми проблемами, которые я сам себе создал. Это раз. Вторая – это войти в хорошую форму, которой никогда не был раньше. Надо будет еще лучше тренироваться. Ну и третье – это, конечно, предстоящие Паралимпийские игры в Лос-Анджелесе, отобраться. И, как говорится, последний забег, можно сказать. Или можно сказать, еще один забег. Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Так что еще все победы. Бронза – это не конец, надо стремиться к золоту, правильно. Однако, сколько бы медалей не было в коллекции, самая главная победа в жизни Чермена Кобесова – любящая семья. Давай. Давай, еще. Ага, бокс. В жизни моя самая большая победа – это мои дети, то, что они у меня есть. Это самое мое большое, как сказать, победа и награда, то, что они у меня есть. Через 10 лет, каким я себя вижу? Я вижу себя в кругу семьи, помогать там отцу в огороде, продолжать помогать. И просто воспитывать своих детей в праведное русло, как говорится, и давать им то, что у меня не было в детстве, то, что им надо дать. И быть хорошим супругом, хорошим отцом, хорошим братом, хорошим сыном, хорошим односельчанином, хорошим примером республики, страны. Вот я как себя вижу через 10 лет. Когда-то обычный мальчишка из Ольхотова дал себе слово стать спортсменом мирового уровня. Пример Чермена Кобесова доказывает, что даже самая смелая мечта может стать реальностью, если идти к ней с упорством, верой в себя и несгибаемой силой духа. Азамат Багаев, Арсен Дудаев, Сабрина Пхалагова специально для программы «Кадры». Мне очень понравилось, что наш герой, он же прям цитировал какие-то фрагменты из полюбившихся книг. Ты доволен тем, как съемки прошли, да, Азамат? ну, конечно, доволен. Ты уехал вдохновленный. Конечно, я подержал в руках бронзовую медаль Паралимпийских игр. С ума сойти. И она весит, реально очень, она такая прям тяжеленькая. Килограмма 2, наверное. Да, где-то так. Ну, у него прям груда медалей, я скажу. Ну, мы видели, да, ты показывал. Да. То, что... Фулмазмат, мейн хошты и чтобы акуду котай. Магур лагал дур валама тула. Око. Вот. Неплохо. Это я запомнил. Аслан, вот это он дордагал, тогда гуд он сатта. Разница, куштай. Ну, я ездил в Холст, ребят. Это бывший рабочий поселок, там раньше жили шахтеры, а сейчас там расположен реабилитационный центр для наркозависимых. И люди, как-то вот интересными методами, давайте не буду раскрывать все карты, увидим, посмотрим, там я все расскажу в сюжете. Но, в общем, они лечатся, у них получается, и это очень радует. Давайте пока посмотрим. Давай. Моментами справа виден обрыв. Машина скакала на разбитых камнях. Сначала 60 километров мы ехали по трассам, потом еще 15 поднимались в гору. Едем в реабилитационный центр Холст. Его, наверное, самостоятельно не найти, нужен проводник. Нашими стали сотрудники наркодиспансера. Сразу спросили про машину. «Передок есть?» Я сначала даже немножко растерялся, потом понял, спрашивают про полный привод. Если его нет, до Холста не добраться. У нас был. Холст – это бывший рабочий поселок. И прежде реабилитационный центр, о нем и близко речи не было никакой совершенно. Здесь некогда жили шахтеры, еще во времена СССР. После развала жителей и бывших рабочих расселили, и со временем ниже несколько, не там, где сейчас расположен сам реабилитационный центр, а вот там вот ниже, в другом совершенно здании, уже в обветшалом и не
непригодным для жизни. Вот там все проходило, вот там вот жили люди, там они проходили лечение, реабилитацию. Спустя уже некоторое время взяли бывшую школу рабочего поселка. И нынешнее здание, нынешнее место, где проходят все основные мероприятия, где есть спортзал, где люди живут полноценной жизнью, это бывшая школа. В Холсте помогают тем, кто заблудился, сделав когда-то неверный выбор. Здесь собрались люди, страдающие зависимостью. Кто алкогольной, кто наркотической. Есть спортсмены, повара, образованные и нет, молодые в возрасте. В общем, беда коснулась многих поколений. Ребята в себя приходят, спортом занимаются, настольный теннис. Все активно у вас, да? Да, все активно. И духовно, и физически. С чистого листа всегда непросто начинать, но после наркозависимости еще сложнее. Сослан помнит юность в майкопской колонии для несовершеннолетних. Школа там была, посещал он ее редко, за плохое поведение почти все время занятий провел в карцере. После легче не стало. Наркотики, алкоголь, снова тюрьма, годы в колонии строгого режима и такая тюремная непреклонность. Самое страшное в этом, что Сослану нравилось так жить, но к 32 годам он от этого устал смертельно. Рука, спина и глаз в колото-резанных ранах, вдобавок открытая форма туберкулеза. Так и попал в Холст. Если бы не Бог, я без Бога никто и ничто, и звать меня никак, мне нечем хвалиться. Как-то вот так. А сейчас у вас вот здесь, в Холсте, чем занимаетесь? Как ваши будни проходят? В Холсте у нас вообще, знаете как, не просто здесь ребята в себя приходят, а ребята здесь, каждому человеку здесь предлагается жизнь начать заново, с чистого листа, знаете. Здесь духовно, психологически люди занимаются, восстанавливаются. Холст – один из первых рехабов в России. Его основал нынешний главврач республиканского наркодиспансера Александр Газаев. Здесь к нему относятся с большим уважением. По словам лечащихся, в первое время Александр Владимирович своими силами делал ремонт и находил средства для того, чтобы центр успешно функционировал. Со временем Холст сделали госучреждением. А это у нас, получается, что за комната будет? Это у нас как комната, психологическая. Мы здесь духовно занимаемся, читаем, изучаем Священное Писание, Библию. Элементарно человеку 10 заповедей узнает: не убей, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, такое, которое раньше мы не знали, что это, что это. Холст функционирует уже порядка 30 лет. Даже немножко путаются те, кто давно уже с центром работают, 30 лет в этом году или уже 31. И за это время очень многим людям здесь помогли. Притом помогли через молитву, помогли через Бога. То есть люди уверовали, и это их спасло. Многие отмечают, что это самое действенное средство, одна из таких самых настоящих возможностей. Это не имитация, это что-то, что надо пропустить через себя, и это на самом деле людям помогает. Чтобы, он себя... Он воевал, Стараемся, чтобы ребята, которые сюда приезжают, чтобы они видели, что это все для них. Что это для них, для того, чтобы они поняли, что они кому-то нужны они. Что есть проявление этой заботы. Кто-то медициной помогает, а мы тоже настолько, насколько это возможно, с нашей стороны помогаем. В Холсте Асламбек кто-то вроде духовного наставника. Он открывает сердца всех нуждающихся для веры в Бога. Всегда рядом, всегда подскажет, поддержит, поможет. К Аслану прислушиваются, уважают. Потому что свой, сам через все прошел. Начал это употреблять, это было в армии. И меня просто любопытно стало мне. Из любопытства раз, второй, третий сделал. И думал, пока в армии, пока а потом домой приеду. Приехал, но не прекратил. Асламбек страдал наркозависимостью в 18 лет. Не употребляет уже 19. На армейский манер он местный комбат, только мягче, к солдатам относится бережно.
Таких комбатов здесь двое. Работают посменно по 1 неделе каждый. Приезжают в высокогорье с нашими провожатыми. Провожатые – работники республиканского наркологического диспансера. Каждую среду на рабочем Соболе приезжают в Холст, привозят продукты и комбата. Холст на отшибе. Кроме постояльцев рехаба здесь почти никого. Изредка приезжают выходцы из рабочего поселка, побудут немного и обратно в город. Здесь нет связи, бывают проблемы с водой и электричеством, нет газа, из-за этого зимой Холст не работает. Люди здесь живут столько, сколько им надо, недели, месяцы, год, сами решают. В 9 утра и 6 вечера проводят духовные занятия. В свободное время читают, наводят порядок, готовят, занимаются спортом, ныряют в ледяную реку, собирают горные травы, сушат их и, конечно, заваривают вкусный чай. Атмосфера в Холсте приятная, даже очень. Встречают тепло, гостеприимно, голодным не отпустят. Здесь человеку объясняют, что не все потеряно, что в этом мире он нужен. В общем, спасают тех, кто спасения ищет. Аслан, ну, прекрасно, безумно интересный сюжет у тебя получился, но расскажи, возможно, что-то осталось за кадром. Да много чего на самом деле. Там ведь там не так много людей. По-моему, на момент, когда я приезжал, всего 8 человек там проходили реабилитацию. Но это 8 человек, у каждого своя судьба, у каждого своя история. И, ну, по-человечески до ужаса жаль, что вот так у них жизнь сложилась, что они вот свернули на этот путь. Это кошмар. Ну, мне кажется, они проявили силу духа и начали лечиться, это тоже заслуживает похвалы какой-то. Да, наверняка, да. Наверняка. Никогда не поздно начать все сначала. Вот так. Слушайте, была рада с вами сегодня вот поболтать. Очень классно, особенно с Мадиной. Да. Спасибо, Аким, что составил нам. Да. Я столько слушала тебя сегодня. Так, давайте. У Акима все прекрасно получается. Аким создает нам антураж необходимый, поэтому все прекрасно. Правильно я говорю, Аким? Конечно. Вот и все. Сегодня, простите, меня слишком много разговаривал. Обидел. Прощаем. Дальше больше. Дальше меньше. Как-то так. Но в любом случае, ладно, мы показали друг другу эти материалы, их посмотрели вместе с нами наши зрители. Я, ребят, благодарен вам за то, что у нас это все получилось. Думаю, скоро мы снова выйдем в эфир, снова продемонстрируем что-то, снова покажем, как и где мы работаем. Но пока что... Работаем. Пока что. Как же это громко сказано? Вот, примерно так. Вот так вот. По-моему, уже решен В таком случае, до новых встреч. Скоро снова увидимся.